А вы замечали, что с наступлением весны меняется ритм жизни? Люди двигаются энергичнее, куда-то торопятся, суетятся воробьи, на улицах стало больше транспорта. Но больше других хлопочут владельцы теплиц и огородов. Нужно скорее подготовить все к весенним посадкам. Но если огородный вопрос стоит еще не так остро, то теплицы уже прогревают, готовят к высадке рассады. Кстати, теплица на севере – это практически капитальное строение из бревен или бруса, покрытое поликарбонатом или каким другим укрывным материалом. Внутри установлена печка. Стеллаж – короб, наполненный землей. Сегодня мы хотим познакомить вас с женщиной, чья любовь к земле не подвластна возрасту. Тамаре Михайловне 76, но она и мысли не допускает, что однажды расстанется со своими тепличными хлопотами. Это небольшая по площади тепличка «Рассадник». Здесь посеяно, как говорится, всего понемножку. И поливать проще, и топить легче. Это рассадник у меня. Какого марта? 18-го. Раньше всегда 10-го. А в этом году нет, 18-го. Оттапливать же долго оттапливаешь, пока снизу все нагреется. Дней 10 оттапливаешь. Раньше не посадишь. Земля должна теплая быть. Сложно топить? Ну, а как ты думаешь? Вот в 6 утра иду, но я в 5 в 6. Потом вот в час. Потом в 7 и потом в 12 ночи. В печку влазит 6 ведер. Уголь дорогой? Ой, в этом году вообще ужас какой, и не достанешь. Надо сказать, что участок у Тамары Михайловны не маленький. 4 теплицы, где она выращивает помидоры, огурцы, перец. Отдельно выращивает цветы. Но сначала все это должно подрасти именно здесь, в рассаднике. Ну, тут высокорослые помидоры, это вот на ту теплицу. Перцы. Ну, перцы у меня вообще... И вот тут вот 10 кустов сажу, а беру... Там ужас сколько. Я их подвязываю и так, и так. Сами перчины. Перчины вот такие вот. Перца очень много. Это мне случайно такие выслали. Семена я посадила. И я его теперь беру свои семена. Вот уже 3-й год я беру свои семена, потому что отличный перец. И он, и кусты такие где-то по метру. Но того, что вот единственное, что вот на эти палочки каждую перчину подвязываю, потому что ветки не выдерживают. Ну, помидоры сажу, естественно, розовые, крупные, стараюсь такие вот. Есть любимые сорта? Любимые краснобай. Он, правда, немножко кисловатый, но вот такой и урожайный очень он. Он не такой болезненный, его очень мало. Но у меня в основном сорта любительские, не фирм. Вот, по 3 штучки, по 2 штучки, там цены бешеные, но нормальные. А откуда семена выписываешь? С Москвы, вот, из Москвы и везде, но только у любителей. Селекционеров. А так такие сорта не сажу, потому что это так. В наше время, я не знаю, обманывают часто. Поэтому я стараюсь с селекционерами работать. Но селекционеры уже знакомые? Ты у них уже не по одному разу выписываешь? Ну да. Проверено. Малинник вот нормально они высылают. Вот я сажаю сорт говяжье сердце. Ихний очень хорошие, розовые, такие крупные. Но это, вот, ну, такие у них названия. Там и штатовские у них, всякие сорта. Вот ихние сорта я люблю. Так, огурцы, огурдыня, арбузы. Огурдыня – это что такое? Огурдыня такой же куст, как огурцы. Только растут такие сладкие. Знаешь, сначала зелененькие, потом это ешь. Сначала можешь как огурец есть и салат, а потом сладкая, как дынька. Очень вкусно. Одна из теплиц отводится под цветы. Цветы – это отрада ее души и неплохой заработок. Ой, цветов у меня очень много. Вот эустомы я сажаю
ну, штук 300 у меня в этом году, как не больше. Я сажаю, как розы, этот львиный зев. Его тяжело семена взять тоже на это. Вот я его сажаю. Потом астры у меня много всякой. Ну, астры, сама видишь, у меня где-то их штук 300. Петуньи у меня вон всякой. Тоже и такой и плетучей, и полной. Петрушка, вон, видишь? 300 корней астр, да? Да. Ну, что потом? Школа, Букеты, да? конечно. Школа, букеты. Вот клубники 300 с лишним штук у меня. Не земляника, а клубника вот именно. Ее рано сажаешь. Я ее в ноябре сажаю, потом выношу под снег. Она у меня лежит до 1 декабря, 1-2 декабря, января. Я ее заношу. Вот она дней 10 не всходит, потом начинает всходить лесом. А под снег это как? Накрываю, вот шиплышка, посеяла, накрыла снегом и выношу на холод. И она стоит. Так и холод такой минус Нич- 40. Ничего, у меня в коридоре нормально есть место. Там- в коридоре, то есть не на улицу? Нет, не на улицу, но там где-то минусовая, где-то минус 20, вот 15, вот так, и она у меня стоит там. И нормально потом заношу вот в первых числах января. Все, она оттаивает и пошла. А так она не плохо всходит. Вот почему люди не могут ее вырастить. Сажают же, семена очень дорогие. Посадили, а не получается. Так приспособилась. Также и Ростому. Тоже так же. Тоже ешь очень тяжело. Она же тоже всхожесть очень плохая. Она, во-первых, семена тоже очень дорогие, а всхожесть не акти какая. А у меня лесом вон стоит. Хоть там, хоть там. Везде. Ну, вот так вот. Ну, что у меня? Свекла вот посеяна. Буду пикировать. Капуста, и вон красная посеяна, и ранняя, и всякая. Ну, от цветов у меня всяких полно насеяно. Это летом надо приходить. Вот летом у меня весь двор в цветах. Наперстянка, дельфиниумы в огороде, петунья. Летом красиво. Если я не буду заниматься, я за зиму потолстела как. И если я не буду ходить, сидеть на диване, мне кранты будут. Ну, а что, неправда? Правда. Так хоть я шевелюсь. Мне, понимаешь, я посадила, и хочу я, не хочу, болею, не болею, я должна идти. А это разминка. У меня беговая дорожка, но она не помогает. А тут вот тяжело, но я должна идти. Я знаю, что я пойду. Это все в одни руки? Ну, дочь помогает, как может. Но стараюсь, чтобы поменьше, потому что она болеет. А, во-первых, я еще и не доверю. Я не доверю, Света, никому. Я печки топить не доверю, потому что а вдруг не так? А вдруг все померзнет? Посадить я тоже никому не доверю. Я сама. К слову, Тамара Михайловна долго не соглашалась на съемку. Предлагала поискать кого помоложе и поразговорчивее. Но когда начала свой рассказ, мы узнали много интересного. Вспомнили и трудные времена сухих овощей. Раньше ж не было ничего. Сейчас вот смотри, фрукты. Любое мы пойдем, что там можем взять. Ну, я здесь 65-го года. Яйца у нас были. Вот я на Селерикане жила. Это раза 2 привозили за все время. Мы брали по 200 штук. Даже здесь, в Нере, мы... Помнишь, вот где-то в начале 70-х? Брали же это и в воск их, и в подвалы, куда только. Сейчас в магазинах вот, и овощи, и капуста, и картошка. Все, то мы на сухой картошке сидели. Может быть, она, как и все ее поколение, пережившее то время, надеется только на себя, на свои руки. Впрок готовится к долгой зиме, консервирует. Кстати, по профессии Тамара Михайловна технолог консервного завода. И это дело ей хорошо знакомо. Она уже давно не покупает в магазине овощи. Своих хватает с лихвой.
А летом начинает созревать урожай, это все, ну, большая часть продается, да? Продаю, закатки у меня море, раздаю. Зелень тоже раздаю. Могу сейчас тебя угостить. Вот и щавель есть в вакуумном контейнере. Полные морозилки уже занесла домой, некуда девать. Полно зелени. Закатки это больная катать. Тоже всю зиму раздаю. Катаю, а вдвоем мы не съедаем. Вот. Ну, картошка своя, от своей до своей. Морковка от своей до своей. И семенная. Все это свое. Но это тоже большое подспорье. Сколько у нас картошка стоит? 120, да? А я откуда знаю? В магазине. Не знаю. По-честному не знаю я ее. То есть сельхозпродукцию такую вот ты вообще не покупаешь много лет? Нет, никогда. Ну и цены. У нас уже цены вот лет 5 не меняются. Как были, так и есть. Не поднимаются ни вверх, ни вниз. Ну, просто так, для интереса. Сколько огурцы стоят? Ну, были 500 и 300 мы, когда вот как. От 500 до 300, вот такая цена. Это килограмм? Килограмм. Килограмм, да? Килограмм. А помидоры? Тоже так же. Ну, помидоры все уходят по 500, их разбирают мигом. Они вкусные. Помидоры уходят. Ну, а овощи, вот свекла, морковь, картошка. Ой, картошка 200 молодая. Тоже много лет уже так. Потом что? Ну, у меня молодая где-то начинается в конце июня, в начале июля. Я рассадой под пленку в короб сажу. Вот. Лук 200 рублей пучок. Ну, пучки у меня, ты видела, большие. Зеленый, да? Да, да. Зелень вся по 200 рублей. Ну, пучки стараюсь я побольше делать. Лук особенно, он любит навоз, он у меня такой. Так он в этом году 950 рублей килограмм в Якутске. Представляешь? Да за привоз. Вот так. Цены растут, а мы на месте сидим. Уголь дорогой, все дорого. И угля не достать. Вот плохо, что у нас тут нету такого, чтобы вот выписывали. Если огурцы и помидоры выращивают в теплицах, то картофель и всякую огородную мелочь сеют на улице вот на таких грядках-стеллажах. Сначала под укрывной материал. Ночью уже еще минусовая температура. Урожай зависит от ухода. Не зря же в народе популярна шутка, что самый известный тренажерный зал – это огород. А здесь, вдоль теплицы, высажены кусты северной ягоды охты. Хватит и на компоты, и на варенье. Многие недоумевают, зачем тратить столько времени и сил на теплицы и огороды, когда те же овощи можно купить в магазине. Но желающих арендовать земельный участок для постройки теплицы становится все больше. Попробуйте, может и вам понравится.